交椅。我第一次从这路上走过去的，可漂亮感觉。等一下，可雅了。Зимняя канавка, самая короткая, протокол в городе, была прорыта специально для осушения близлежащих территорий. Соединила мойку с большой Невой. Здесь целый комплекс эрмитажных зданий расположился. Впереди и слева здание украшено черным орнаментом, скульптурным. Это здание нового Эрмитажа, знаменитое музейное здание, где гранитные атланты держат балкон. Да, мы встречаем уже первый зимний мост. За мостом справа протянулся Эрмитажный театр, который соединил слева созданием так называемого старого Эрмитажа, особой галереи переходов, работы скульптора Фельтона, того самого автора решетки Летнего сада. Арка красиво нависла над водами зимней канавки прямо по курсу арка. А вот Эрмитажный театр справа построили на месте самого первого зимнего дворца, где жил и умирал еще сам Петр I. Куда строили Эрмитажный театр и разбирали тот первый зимний дворец. Решено было сохранить его фрагмент. Что было сделано? Сейчас справа можем заметить два окна с мелкой растекловкой, из отличающихся по цвету штукатурки стены. Вот для ориентира. Три водосточные трубы, а потом сразу два окна. Первый, второй этаж. Это и есть специально сохраненный фрагмент первого зимнего дворца. Это все было справа, а мы с вами под аркой Фельтона. Подходим к еще одному мостику, он называется Эрмитажный. Эрмитажный мостик пустит нас в воду снова большой парадной Невы. Самый красивый парадный мост.